самом сердце Турции скрыта удивительная история. Давайте в ней разберемся. Уйгурская община, которой 700 лет? Звучит невероятно. Как такое вообще возможно? Чтобы найти ответ, придется заглянуть в прошлое, а именно во времена Монгольской империи. Уйгуры были не просто подданными, а мозгом империи, администраторами, которые двигались на запад. И вот что интересно, власть меняется стремительно, а это, конечно, открывает дорогу новым лидерам. И вот на сцене появляются две ключевые фигуры. Они не просто правили, они строили собственное будущее. Начнем с первого, с Захириддина Махмута. Он оставил нам подсказку, буквально высеченную в камне. Это великая мечеть Буньян-Улу-Джами. Но самое интересное — это детали, которые рассказывают ее тайную историю. Посмотрите, волчьи головы. Это же чисто центральноазиатский символ, настоящая культурная подпись в камне. А это значит, что здесь жила большая уйгурская община. И наместник просто не мог это игнорировать. Но когда власть монголов ослабла, на сцену вышел другой лидер Алайдин Эретна. Он пошел дальше. Историки пишут, что в нем видели спасителя, не завоевателя, а именно мудрого защитника. Целых 46 лет, почти полвека его династия, султанат Эретна, правила огромной территорией. По сути, Эретнея создал щит, и за этим щитом смогли вырасти другие тюркские государства. Их наследие увековечено здесь, в Кёш-Медресе, гробница уйгурских султанов, о которых часто забывают. И вот, казалось бы, история обрывается, но нет, она снова дает о себе знать в 20 веке. И что поразительно, правительство Турции поселило их в Кайсаре. Это было возвращение домой, к корням. Так что это не просто история беженцев, это воссоединение спустя целых 600 лет. Так что же получается? Уйгурское присутствие в Анатолии не случайность, а 700-летняя история. Эта история была у всех на виду. Сколько же еще таких забытых связей скрыто в нашем мире?